Гора новостей в Международной аэрокосмической школе. Проводится она для школьников среднего звена, тех, кто всерьез увлечен космосом, авиацией и во время каникул готов заниматься и получать новые знания. Я попала в эту школу благодаря Морельской олимпиаде, которую писала в прошлом году. Мой проект был на тему «Важнейшие даты истории авиации». Я решила взять эту тему, потому что мне она показалась очень интересной, и я решила более углубленно изучить ее и сделать проект. Были сложности в нахождении всех дат, потому что нужно было очень глубоко искать, читать всякие различные книги, проходить все интернет-ресурсы. Но я смогла это сделать, также заняла призовое место и поэтому попала в эту международную аэрокосмическую школу. В этом году Международная аэрокосмическая школа проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в живописном месте на Павловке. Но ребятам особо некогда любоваться видами, ведь у них весь день расписан просто по минутам. Всевозможные лекции, встречи с космонавтами и мастер-классы с лучшими в своем деле. На мастер-классе мы разбирали оружие АК-47. Также смотрели пневматическую винтовку Леля и пистолет Макарова. Мне кажется, сама авиация, космонавтика и воинская служба, если так можно сказать, они очень тесно связаны между собой. Вот. Поэтому у нас проводят такие мастер-классы. Веселина Витальевна – старший инструктор первого юноармейского полка имени генерал-майора Шеймуратова, участник войны и ветеран боевых действий. У ребят все по-настоящему. Преподают ребятам не только теоретики, но и действующие профессионалы. Кстати, скафандры им тоже достались по наследству от действующих космонавтов. Оказывается, у летчика или космонавта богатый гардероб. Вот этот наряд поможет в самой сложной ситуации. Я нахожусь в костюме «Форель», который помогает защититься, если космонавт попал в воду. Внутри довольно-таки свободно, хотя выглядит не очень. Снаружи выглядит, конечно, не самый писк моды, но, как говорится, лучше безопасность, чем мода. Оказаться в числе этих ребят – это большая честь. Здесь порядка 60 школьников со всего Башкортостана, самые умные в аэрокосмической теме. За 7 дней работы школы они получают колоссальный массив знаний. Да, такое мотивирует, да и только. Возможно, через несколько лет кто-то из этих ребят изобретет новый двигатель для ракеты или уникальный самолет. Будем держать вас в курсе. Татьяна Никитина, Равшан Артыков, специально для Горы новостей.